Сегодня у нас тема мещане во дворянстве, бюргеры и рыцарство. Мещане именно в значении городской житель, буржуа. И эта тема, то, что в наших условиях в Исляндии или Финляндии, это бюргеры, это точнее будет. И таким образом мы сейчас рассматриваем взаимоотношения жителей города и рыцарства, то есть дворянства. Честь для дворянина более значима, чем все остальное. Честь даже значима, как для того же Пестеля, который вспоминал, что честь важнее присяги. Ну, это, конечно, вопрос спорный, но, по крайней мере, для дворян той эпохи честь была всем. Вот здесь вы видите рыцари креста и меча. Это те, которые прибыли в XIII веке в нашу Прибалтику. Почему получается так много бюргеров? Потому что самые смелые, самые лучшие, они погибали первыми. Их место занимали другие. Из города и посредством кошелька, которые становились настоящими рыцарями, дворянами, которые называли во Франции дворянство мантии. Тут вспоминается одна история, когда в 1934 году приехал уже в Таллин в эстонское время знаменитый английский писатель Грэм Грин. Ему здесь так понравилось, особенно потому, что спиртные напитки были очень дешевые по сравнению с Англией. И он здесь несколько дней просто кутил налево и направо. Жил он тогда в английском посольстве. Английское посольство находилось на улице Лай. Тогда это где дом Меньшикова. И однажды, когда они засиделись с послом английским в Золотом Льве, он вдруг вспомнил, что ему Мария Будберг в Лондоне говорила посетить обязательно в Таллине публичный дом, которым владела одна семья 500 лет. Он подозвал официанта и стал требовать, чтобы его отвели в этот публичный дом. На что официант был просто шокирован, сказал: у нас таких услуг, конечно, много, но чтобы 500 лет одна семья владела таким заведением, у нас, конечно, нет. И потом вдруг вспомнил, может, Мария Будберг перепутала, может, она имела в виду аптеку. То есть это совсем другое дело. И действительно, все-таки не 500 лет, а 329. Жерар де Сукантон, как ни странно, мы все тоже знаем этого человека, и будем о нем еще говорить сегодня. Но свое происхождение, этот род из Лангедока, по существу это рядом, это Гасконь, Аквитания, тоже начинает от лекаря и хирурга. Сначала этот род, это были гугеноты, которые бежали с юга Франции. Были войны, гугенотов не жаловали, как известно, и пришлось бежать сначала в Германию, потом в Москву. И вот первый представитель рода, как раз Стефан Карл Жерар, тогда они еще не были дворянами, не были баронами, никакими не сукантонами, а был просто Жераром, лекарем в Москве, а потом уже перебрались сюда. Бер известен больше тем, что он тоже был из бюргерского рода. Вот эти старые бюргеры, это 16 век, где-то 1555, вот в основном вот этот комплекс бюргеров, которые получили дворянство за службу. За службу это тоже, если брать два основных наших подразделения, это мантия и шпага, это тоже мантия. Да. Но вот это уже наука, когда приобретает такой человек звание, например, тайного советника, генеральское звание, статское, то, естественно, он по табеле о рангах становится дворянином. Без этого никуда. Два человека, которые, собственно говоря, открыли Российскую империю за Уралом. Мало того, еще и север. Кольский полуостров, Архангельск, Вологодская. Они были два человека, которые позволили узнать свою отчизну. Два немца,
которые сделали намного больше, чем русские. Мидендорф, да. Поэтому то, что он сейчас, ну, скажем так, не популяризируется, это большая ошибка. В 1728 году, уже став не Шершансом, а Штершансом, там у вас написано, он был комендант провинции в Иране. Это провинция, которая отошла после похода Петра, персидского похода Петра. И удивительно, как он там себя проявил. Он, правда, там заболел и умер горячкой. Непонятно, что это была за болезнь. У нас тогда все называли горячкой. Но несколько удивительных случаев, какие он там с ним происходили, действительно зафиксированы. В частности, он, как бывший шведский подданный, да и немец, был поражен, как восточные носили взятки. То есть восточные люди к этому привыкли. Постоянно носили, он был главный, ему постоянно что-то приносили, то кур, то быков. Он понять не мог, за что, он еще ничего не сделал, да и вообще так не было принято. На что русские ему говорили, а ты бери, бери. Русские-то знали толк, как нужно брать взятки, поэтому его уговаривали, что ты тут кабинешься, бери, бери. Но это эзелец, это не исляндец. Именно белые розаны основали вместе с двумя еще баронами, это Ферзенами и Жерар де Сукантон, мы сегодня еще об этом будем говорить, конку в 1888 году. Именно Арвид Розен построил, был, ну, скорее всего, он был акционером, господи, ну, в общем, вы поняли, заводов вагоноделательных и железнодорожных, который был построен за вокзалом в 1872 году, когда вокзал был построен в 1970 году, там, где сейчас находится рынок Балтийский. Ну, ты позволишь мне два слова да, сказать? конечно. Вы знаете, что Мореншильды мне очень близки, потому что мои загородные владения, это Клогород. Вот это как раз все Мореншильдовские земли. Это Веллингов. Знаете, там есть полумузык Кольцу, где происходят концерты, деревянное строение, очень интересное. Это после Фаля. После Фаля едешь туда в сторону Палтиски. Вот это земли были мореншильдовские, чем я очень горжусь. Иоганн Карл еще совместно с Унгерштернбергами основал на Даго, это на Хию, Даго Кертельскую или Даго, как сейчас можно сказать, Кертловскую по-эстонски суконную фабрику знаменитую. Ну и оттуда пошло как раз эстонцы же трудно произнести именно сукантон. Они произносили вот так сукан. Все, что по-эстонски еще нормально, то по-русски совсем неприлично. И Россия, кстати, по этому показателю, экспорт пеньки в России был очень высокий, до 1880 года, практически 50% мирового производства пеньки, это все было в России, кстати, шло именно через Сталин. В Эстонии, и именно со всей Эстонии, и Исляндии или Финляндии все стекалось именно сюда, в этот дом, хотя это, конечно, представительский дом. Здесь не работали, работали сзади, а это дом конторы, принадлежал городу. Но вот 3 купеческих рода построили этот дом и отвечали за его сохранность. Помните, когда донесли Петру Алексеевичу, что отказывается фон Рам поставлять продукты для Рогервика, Палтиски. Петр Алексеевич горяч, очень горяч, приехал и тут же отходил палкой дворянина фон Рамма. Да так отходил, что синяки не сходили неделями. Но, как мы знаем, он был отходчив. И как только он услышал о том, что он хотел не продавать, а привозить просто так. После этого Петр Алексеевич сказал: проси, что хочешь. И царедворец фон Рам, хитрый, потом он Бюргермейстеру сказал: я прошу только об одном.
дайте мне эту палку. Патриотическая нота присутствует, и мы достаточно национально ориентированы в... Спасибо.